А что это тебя, Азамат, тебя решил угостить? Ну просто он себе собирался кофе купить, говорит, мне будешь вот ты кофе? Я говорю, нет, не буду, вот это будет. Вот это буду чилим. Вот много делает Зарина. Ну, в смысле, не кофе, а надо вот двигаться. эти вот по цене то же самое. Зарина, бля, мы даже египтяне раскручивали, чтобы ей такси отплачивали. Да Незнакомые парни. Нет, Представляешь, не было- как не она было умеет такого. крутить, вертеть парнями. Не было такого, он сам заказал. Ага, конечно, сам заказал. Профессиональный вилятель хвостом, Зарина. А я потом, что Да, египтяне мамалар да карагала, потом подумал про меня плохо. Я Вот хорошая. египтярдың мамалары, если Карагал, эти истории, знаете, Зарина профессиональный соблазнитель и вилятель хвостом. И этот, как там на деньги разводят казар, как Мошенница. называется? А? Мошенница? Мошенница и тарелочница. Нет, Шучу я. нет, не эскортница, ты чё? Вообще-то, я никого не развожу, они сами каким-то образом хотят это делать. Хин Я не понимаю, магнетизируешь их. Хин магнит. Да вот потому что Курганбармы какие глазки строят. Ай. Такие несчастные. Она, Так я недавно же влюбленную перед ним играла, ты говоришь, с тем и она, мальчиком. она. Мы вчера снимали. Салават, недавно. потому что сам не попал чуть в эти чары. Но чуть ли не попался. Чуть ли не попался, да? Ага, ах, бляха-муха, правда, да? Ах, блин! Ну чё Ты ты? слышала? Ах, блин, я так и знала, Салават, что ты был влюблен в Заринова. Да? Я не могу. А Там кто? были. Ну, Вьетнам. Хиддемен, Да, вы чувствительны. Чистейшая тема. Yok, я хорошо чувствуете, чуйка у вас мощная. У меня очень мощная чуйка. Очень. Еще не мягкий, ну-ка. Ну, или мне сразу ясновидящий, что ли, Алима Хиддемен. Ну, я в прошлый раз еще заметила, мне сторис просто так, что ли, ты жеркантил, что это или, не, шуры-муры. Ну, не с Зариной стороны, а с твоей стороны были намерения Ух ты. шуры-муры завести. А чё? Глянь, Маля, ты гуляй, ты правда, между прочим? Ну, Салат, подтверди. Ну, он хамный даже. В смысле, гинали айттың, что у тебя были, да, чувства? Немекей, юк дейхін. Заринаны Кургас. Сознайся, потому что он профессиональный вилятель хвостом. Егіттер хақ болды, егіттер хақ Әбелді болды. хені бірінші сапар көрдім де. Не знаю. Вот ана шундай хәләгәйін ағытғандай инде ол. На фотоға көрініп тұр ғой енді ағаптар. Так, что у вас тут есть, девочки? О, нифига себе, смотрите. Ну ты что такое? Ты где взяла? Дома, своими руками. Представляете, короче, я забежала на капельницу, а оказывается у девчонок сегодня день рождения. Представляете, у Татьяны самой легкой руки РГ-клиники, и у Зульфии самой легкой руки, и Гульчарапаның тоже самая легкая рука, между прочим, хотя у нее не день рождения. А вообще, на самом деле, в РГ-клиник все девчонки, у всех девчонок легкая рука. Когда ставят капельницу, вообще абсолютно, знаете, вот как укус комара. Хоть я даже вот боюсь, да, но так пик, и все. Очень легкая рука. Блин, что у вас тут вообще, блин, я без подарка, блин. Что у вас тут вообще происходит? Что происходит у вас тут? Без меня день рождения справляет. Я тут забежала на капельницу, представляете, а тут вовсю день рождения справляет. Все, придется мне сесть. Да. Хоть я чуть-чуть один этот кексик только попробую. Шубы своими руками сотворенная. Ой, Да, блин, давайте. девчонки. Очень вкусно. Нифига себе вы шубу наделали. Да. Блин, что-то мне так неудобно. Нет, а вы не думайте о том, что неудобно. Вы думайте о том, что это вкусно. Да, точно вкусно. Мне чуть-чуть только. Вот это и есть чуть-чуть. Да, это точно чуть-чуть. Спасибо большое. Смотрите, меня девчонки угощают. Зульфия, прям, тут вообще прям, ты же на диете. Смотрите, пока Рустам Робертович не видит, они это, значит, кекс со сметаной жрут. Представляете? Это у нас улучшенная Салат с диета. майонезом. Да. Как вам не стыдно? Улучшенная диета, улучшенная. Это с любовью. Когда с любовью от всего сердца, ничего не будет. Вообще-то Рустам Робертович им запретил вообще тут сладкое есть и мучное есть. Они вот, когда Рустам Робертовича нету, все расслабляются. Салатики с майонезом, кексики со сметаной. Это мы можем. Ну так кто подарил цветы Рустам Робертович? Девчонки. Знаете, для меня это было открытие. Это вообще никогда такого не было. Да, и кто это? Меня поздравили сегодня пациенты. Да. Да. Они нашли время, купили цветы. Ну вот теперь мне еще хуже стыдно. Нет, вы, пожалуйста, Теперь мне еще хуже стыдно просто стало. поешьте с удовольствием. Для нас Зули это будет самый большой подарок. О, Рустам Робертович, вы что тут говорили, что все на ПП? Нифига, никто не на ПП здесь. Смотрите, что у вас тут творится. Смотрите, Зульфию со сметаной жрет вон. Вовсю. Еще сгущенка, вот смотрите, харламанская. Они чай пьют с этой сгущенкой харламанской. Сегодня у нас день рождения у Татьяны, поэтому чит-мил Можно, да? можно, да. Ладно. А еще в тот раз я видела, они от вас это заначку просят, там этот сахар,
конфеты, пирожные, вон там у Я них же уже. запретил сахар. Что мне делать? Вот так вот. Так. Следите лучше за своими медсестрами. Они без вас тут сахар и мучной жрут. Соберитесь. Соберитесь и уматывайте. Уникальный случай, дорогие друзья. Этой уникальной возможностью надо воспользоваться. Прикиньте, Рустам Робертович вдвоем мы принимаем капельницы. Оказывается, он тоже каждое утро принимает свои волшебные капельницы. А у вас какая капельница? Постковид. Профилактика ковида. Почему? Сейчас же вообще хантавирус на нас напал. Чего напал? Хантавирус. Это что такое? А слышал, там пароходы ходили, и там люди начали умирать. Это что, правда что ли? Да. А что это за версия не была? В смысле пароходы ходили? Откуда они привезли его? Я так понял, что с Южной Америки. Но это хантавирус, он получается, в принципе, аналог нашей геморрагической лихорадки. Поэтому наш народ подкован, потому что они знают то, что не надо кушать экскременты грызунов, пить мочу грызунов, руки надо мыть. Для того, чтобы не болеть, профилактика ковидной инфекции, любой инфекции у нас есть. Обычно же говорят сапожник без сапог, но не в случае Рустама Робертовича. Я как Луи Пастер все испробовал на себе сначала. Да, кстати, Рустам Робертович свои все капельницы перепробовал. Представляете, этот факт? Мы продолжим нашу горячую тему, которая заинтересовала многих женщин. Скандальный развод Рустама Робертовича. Так чем же все закончилось? Помните прошлую историю, когда Рустам Робертович задал вопрос подписчикам, типа, как вы смотрите на измену супруги? Стоит мне возвращаться или не стоит после женской измены? Кстати, многие опросик смотрели? Нет. Не смотрели? Нельзя не прощать, написали. И это проголосовали женщины. Я с вами абсолютно согласен. Кстати, пациенты даже приходили ко мне. Да? Да, то есть там, получали процедуры, и потом, когда уходили, такие, вы знаете, лучше всего измену не прощать. Да. А вы что? Что значит простить измену? Я попытался простить измену. Ну да, я с вами абсолютно согласен, невозможно. Невозможно отрезанный кусок хлеба приклеить. Разбитую чашку не склеить. Я честно попытался вернуть наши отношения. Но, скажу честно, как говорил Сталин, попытка не пытка. Но ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому, если вы уходите, то уходите до конца, сразу и тотально. Поэтому я принял решение завершить эти отношения. Да, мы остались друзьями, да, мы партнеры, но как бы в любви мы уже не партнеры. Спасибо большое за отклик. Всех и каждого благодарю, то, что переживали, подсказывали. Поэтому все эти психологи, психоаналитики это хорошо, но самое лучшее это время лечит. Самое лучшее это время. Время лечит действительно. А вы также и остались, получается, партнерами по бизнесу, да? Ну да, да. А как вы бизнес не делили, что ли? Ну, у нас как бы все договоренности есть, договоренности мы соблюдаем, поэтому это же не должно влиять на качество оказания. Брак помощи. есть брак, но бизнес отдельно. Нет такого. Да, Вальберис тоже развелись и тоже поделили, и все нормально работает. Поэтому у нас тоже все нормально работает, хоть мы и развелись. Так что там у них уже отжали вроде, нет, что ли? У вас тоже не вы такого не у вас не хотят отжать бизнес случайно? Ну, как можно отжать то, чего невозможно отжать? Как меня можно отжать? А как она отреагировала на то, что вы задали такой вопрос и публично об измене рассказали? Ну, так никак. Ну, честно скажите, пожалуйста. Ну, мы этот вопрос не обсуждали. Не обсуждали? Не обсуждали, да. Ну, ее, естественно, это как бы триггерит, потому что, получается, женщина же всегда до последнего пытается все это скрывать, когда, грубо говоря, берешь за жопу, и все это, все явное становится, все тайное становится явным, то, естественно, это мало приятного. Тем более она очень известная женщина в Республике Башкортостан. Ну да, конечно. Бизнес-беседа. Да, так что... А потом, знаете, как меня страшно было после этих сторисов? Я сидела до последнего, ждала, да, часа ночи, думаю, сейчас меня кто-нибудь напишет, сейчас меня кто-нибудь напишет, удалите сторисы. Но, слава богу, никто не написал. А вам никто ничего не сказал? Ну нет, а что говорить-то? Ну, из друзей, из знакомых. Нет, а что, факты известные, там все друзья, знакомые, все в курсе, все в теме. Отдыхаем, Даем свободу даем себе, свободу себе, душе, да.
Отдых. и ждем принцессу на белом коне. А какую вы женщину хотите? Вот у вас первая жена была бизнес-леди. Нет, Это же у вас не первая жена. это не первая жена, это вторая жена. Это вторая жена. А первая жена у вас кто? Экономистом она была. Экономист? Да. Ну, вам хорошо бы экономист подошел, наверное, да. Прикиньте, вы занимаетесь бизнесом, а она считает деньги и экономит. Ну, не знаю. Мне кажется, все-таки жена должна быть в первую очередь на одной волне с мужем. Мне нужна добрая, веселая, ласковая, Молодая. молодая. Молодая была, не молодая. Вот мне 53 года. Насколько моложе себя, мне нужно найти девушку. Ну, не у как Лепса же. У девчонок же, блин, день рождения, блин, у медсестр. А я, блин, с пустыми руками, поэтому решила сейчас зайти им какой-нибудь подарок купить. Здравствуйте. Мне на подарок что-нибудь надо, девчонки, двум медсестрам. Что-нибудь такое красивое. Что можно? Возраст примерно. Короче, одной до 30, 25 вроде, а другой больше 50. Что-нибудь такое подберите, пожалуйста. Давайте, можно набор собрать, серьги, кольцо, серьги, цепочка. Нет уж это, что вы меня разорить хотите, что ли? Давайте сережки 2 пары. Девчонкам, медсестрам из РГ-клиника, вот Татьяне взяла вот такие вот сережки. У нее как раз зеленоватые глаза. Потом Зульфияга молодежные вот такие самолетики, чтобы был осып йөрген постоянно. А себе еще взяла, вот, смотрите. Мне девчонки посоветовали взять золото. Прикиньте, у меня золота ничего нету. Ну, это не золото, конечно, но под золото. Точно вот так подойдет, да? Меня потом не обстремают, не скажут там типа, вот, у вас вкуса нету, это не сочетается, вечно вы не умеете сочетать. Меня же так пишут. Не скажут так? Если вам кто-то так скажет, отправите к нам. Да, если вы так скажете, я вас, как там его, отправлю к хозяйке магазина «Сорока». В большой коробке зеленые серьги, в маленькой коробке самолетики. О, красиво, спасибо большое. Зарина, ты слышала новость, что, оказывается, Салават скоро женится? Бля. А вот так вот, Мимбеля, и узнала от 4-5 лиц. Мен даже білмеймін. Жазған бля. В смысле? Расың что ли? Неме кересің, что айтып меня? Салат собирается на днях расписываться телелер. Яңырақ туғаным айтан етейік. Да? Туғандарым яңырақ айта, вот, Миляша апай, хені хатты де. Сен біті дүнияға В хүйлен лағы. смысле, они не знают, что у тебя этот Туғандармын? роман? Туғандармын? А? Ну, біті туғандар түгінді, но самый близкий знаю. Да? Yo просто, мен бит дүнияға хүйлеп жүрмәм dey. Зато мен білемін. Туғандар ғана білейін. Поэтому не надо меня лично видерга. Хүйленіп біті дүнияға. Ты собираешься расписываться и нас не приглашать? Буду приглашать. Зарина! А ты нас будешь приглашать? Ты нас пригласишь? Да. А почему ты не говорил? Потому что Хадрик Кунан определил, что найдем точно. Значит, это неправда. В смысле неправда? Значит, это неправда, ты. Это правда? Это не просто слухи, это правда. Вот я и говорю, я от 3 лиц узнала. Мы, знаешь, Салаватман, обтираем, ты еще скажи мне это. А ты не знала? Ну, это нет. А почему ты не знала? Ты вместе с ним работаешь, ты. Минь тоже задалась этим вопросом. Как это так? Я, значит, с Салаватом каждый день работаю. А он не говорит мне, что собирается пожениться. Я хотел сюрприз сделать, а это обломали. Угу. Сюрприз. Сюрприз? Ты хотел нас скрыть от нас? Нет, конечно. Особенно от Дарины. Зарин, ты не обиделась? Блин, у меня сердце разбито, все, Галя, не знаю, что я буду делать иногда. Сенің жүрегіңді ұрланар просто. Прикольно. Хочешь, я твою расписку буду снимать? Да. Приедете? Освещу? Конечно, почему нет? Ура ты. И за это ты меня месяц должен бесплатно рилсы снимать, чтобы они за... Чего нифига себе? Ну как? Марта? Да шучу я, ты чё? Я так приду, освещу. Твой туй. Представляешь, туй была мы или просто? Просто расписка Я на попозже. ту не буду. Ну потом где-нибудь что кушать будем, нет вкусно. Да. А? Ай. Или просто распишитесь и разбежитесь. Нет, мотор-то полтора кадра, кстати. Да что за храм? А Зарина? Хочешь Зарин? Давай Саку Зарина тоже. Все, приглашаю. И потом снимем, как Зарина и Лаптра. Как она упустила
свой шанс быть Зайнетдиновых. Оказаться в чете, в семье, в клане Зайнетдиновых. У них же целый клан Зайнетдиновых. В творческой семье. Я видела выступление Зайнетдинова, выкладывал первый сольный концерт, короче, как там все вышли родственники, то есть там... Там не все еще вышли. У него же очень большой род. Да. У них целый клан. Очень большая семья. И очень дружная, между прочим. Вообще молодцы. У них история семьи очень прям такая интересная. Как-нибудь расскажем. Вот так. Видно? Что в первую очередь рыбе? Это масло и сковородка. Вот так. Почему у меня масло в одну сторону стекает? Непонятно. А где уровень? Ой. Что-то уровня нету. Е-моё! Так. Может, вот так, наверное. О, так более-менее жарим мы, друзья, карпа, как всегда. Карп у меня уже готовый. Вон. Так, 3 килограмма карпа. Потому что сейчас соседи зайдут, друзья придут. Вот. И будем мы кушать жирного карпа в жирном масле. Первый кусок. Первый кусок. О, масло готово. Точно, видите? Засверчал. Второй кусок. Пошел. Третий кусок. Пошел. Четвертый кусок. Мы его вот сюда прямо. Пятый кусок. И, наверное, маленькие куски какие-нибудь. Хотя маленьких у меня нет. А вот такие. Оба. Так, можно еще маленький кусок, чтобы партию уменьшить. Хотя 3 партии все равно выйдет. Даже 4, наверное. Вот такой. Опа. Вот так, друзья. О, хорошо. Прожаренная, хорошая рыба. Я жарю карпов каждой стороны по 7 минут. Вот. Кто-то жарит 5, ну я 7. Чтобы хорошо прожарилось до костей. Блин, бомба. Горячо? Ёп-моё. Вы, друзья, покупайте омегу. Там всякие витамины на основе рыбы жира. А я ем жирную рыбу натуральную. Там Роберт Альберто предлагает сделать уколы, которые как там, типа Оземпика какого-то. Я не знаю, сейчас какое-то новое поколение Оземпиков, типа не вредно, все сейчас на него подсели, убавляет аппетит, и в месяц по 10 килограммов люди скидывают. Видите, меня вообще не узнаете. Да, скоро Альберта не узнаете. Вот Альберт задумался. Сам Робертович на них похудел. А он типа говорит, я на спорте похудел. А потом сам сказал, я, говорит, тоже эти уколы колю. И вот он хочет сейчас теперь эти уколы проверить на Альберте. Но я что-то боюсь. Но там, говорит, очень полный чекап надо пройти. Полностью обследоваться, потому что, говорит, это все-таки... А вдруг мне нельзя? Ну, если нельзя, значит, если это нельзя. Ну, я вообще вот именно желание бармона стать придя. Ну вот этот момент, нюансик, достать. Эти уколы, говорит, притупляют аппетит. Человек есть, говорит, не хочет. Кстати, знаменитые артисты сидят на нашей эстраде, которые... Еще один момент. Он уменьшает тягу к алкоголю. Прикиньте, алкоголь, говорит, уже неохота пить. Невозможно, говорит, уже пить. Представляете? И вот Альберт теперь переживает из-за этого. Только из-за этого он теперь сомневается, делать это или не делать. Не понимаете? Будешь мне делать? Да. А? Да. Но только после Турции, говорит. Только после Турции. Почему? А может после Синакоса меня? Вот я же говорил, друзья, вы все там сидите на всяких омегах-мавегах, а я кушаю натуральную рыбу, жирную. И мне ваша омега
Че волшебник? Не нужна. Они готовы, вот, омегу я что делаю? Рыба жирном например, такие. Вот. А почему не кушать вот такую рыбу? Вкусную, во-первых. Вот такую вот. Какую? Вот такую Вот такую поджаристую. поджаристую рыбу. На Купите, блин. масле жареную такую прямо. Она жирная, еще на масле. Вот вам омега, блин. Всякие. Я, вы знаете, я вот чуть-чуть закрываю и открываю, из-за этого она хорошая вот получается рыба. А то кто-то на открытом жарит, фигня. Альберт будет, короче, угощать рыбой гостей, а я буду угощать мясом. У меня один треснул, смотрите, и порвался. Когда жалко так. Один целый, вот, гостям. И отварила на жирном бульончике, вот, картошечку. Все. А еще у меня овощной салат будет. Он в холодильнике стоит. И рыба жареная. Вот, теперь вы знаете все меню. Честно говоря, я уже замучилась обмывать машины. Мы вот Матис купили, всех позвали, обмыли, да. Даже свекровки ездили, обмывали Матис. Потом Купер купили, тоже ездили, обмывали везде. Теперь эту машину купили, опять эту ее обмываем. Постоянно так. Вы вообще бы знали, мы когда раньше переезжали, мы же в год могли 2 раза переезжать. Представляете, мы, короче, строили дом, обживали его, потом строили новый дом, переезжали в новый дом, а обжитый дом мы продавали. Почему? Потому что обжитый дом, он продавался быстрее намного, чем новый. Мы, конечно, 2 дома ставили на продажу, но обжитый дом быстрее продавался. И из-за этого нам приходилось переезжать в новый дом. И прикиньте, мы иногда год 2 раза делали новоселье. Представляете? Всех родственников звали. Каждый год. В год иногда даже 2 раза новоселье. Попробуйте справить. Это вообще капец, конечно, был. И потом, уже последний год, я помню, Альберт такой мне говорит: уф, давай, говорит, никого не будем звать, говорит, на новоселье, а то уже, говорит, стыдно мне, говорит, перед людьми, говорит. Я говорю, а что стыдного-то? Ну, говорит, не знаю, каждый год, говорит, на новоселье зовут. И мы все, больше перестали звать на новоселье. Ну, действительно, прикиньте, 15 лет мы занимаемся стройкой, и 15 лет мы, значит, проводили новоселье. Кстати, у нас новый дом на продажу есть. Деревня Шмидтова. Кому интересно, пишите Альберту. Кто хочет качественный дом, построенный для себя. Мы все дома строим как для себя. На совесть. А переезжаем, значит, в новый дом. И живем такие. И начинается видишь, недочеты нового дома. Думаешь такой, блин, тут я бы вот так сейчас сделал. Тут бы я переделал. Тут бы я вот это исправил. Все недочеты видишь и думаешь, ага, в следующем доме я уже сделаю по-другому. И один черт появляются недочеты. Не бывает идеала. Оказывается, нет, не существует идеала. Ты вот думаешь, нет, я вот в следующем доме сделаю идеально. Все у меня будет учтено. Да нифига подобного. Поэтому, когда вы покупаете дом, ой, вот это что-то тут так, вот тут вот так, не говорите. Если вы сами будете строить, у вас один черт тоже будут недочеты и косяки. Баяғынан бері осында вот так круги наматывает. Дурак, что ли? Не, дурак ты. Барғын эсурин. Әне көтем хау тұр, қадарым. Ребята. Балығым хауына ты. Менің итім хауына. Акулақтар жоқ. Вообще-то очень много мы людей позвали. И прикиньте, 4 пары отказались. Не отказались, а у них свои планы оказалось как. Нема хунда buraya. Водитель қойда жүрді. Водитель. Қазір Қазір кешілердің водительдары, балалары. Привет, Эмиль. Ты водитель? Обниматься етмейді. Ты трезвый водитель, что ли, Эмиль? Обниматься етәбір енді. Қалдарыңыз. Нема телеганы істей баштаның менің жоқ па? Айы, тәгәрбәшләр әзір уже. Тәгәрбәстер әрі. Привет, Роза. Привет. Не отдам подписчику, можно она отдам? Не, ул бит давно язылғайны, хатып алғанда оқшылар. Айырып алыр керек. Хаты телевизор қойғандар. Қазір ана Альберт мақтана баштайды. Домашний кинотеатр его. Ты сам брал? А у тебя до этого не такая же была, да? Карнивал, но это новый же. Это новый. Ну, И черный. Был белый, стал черный. Просто цвет мы поменяли. Роза, буш кулман бармага домикка салат захвати, пожалуйста.
Помогите. Не, мына пакетна. Күрсәнеш. Ой, күрсәнеш. Әле кыяр. Банки отдаш. Ой, Алла, инде авылдың кешеләре беренеме әпкәләр банк алдаш. Рахмат, Роза. О май гад, что это такое? Это вареное мясо в духовке. Сейчас скажут, блин, кунактарным. Вареное мясо в духовке, блин. Но это правда вареное, это было отварное мясо. Видишь, на каданы нагара. Алан, посмотри, какой он красивый получился. Это очень вкусно. Самое главное, мясо дофига должно быть. Вот так вот сейчас положим. Ты будешь с нами сидеть? Нет, Ты машину не будешь обмывать, что ли? Не хочешь машину обмывать? нет, спасибо. Почему? Со старичками не хочу сидеть. Почему мы уже старички? Нет. Ну просто. Да. Предки, отстой. Ой, Алла! Во встречу один со своими друзьями. На, держи. Неси. Чуть роза дай. А? Всегда готовлю картошку в жирном бульоне. А знаете, где я беру жирный бульон? Я когда много бульона варю, и вверх вот этот тонтон забираю специально. И потом отвариваю картошку в жирном бульоне. И это просто бомбическое блюдо получается. Я так много еды наготовил. Я думала, столько людей придет. А что, Азалия. никто не придет? Ну нет, многие другие планы у людей были, А оказывается. чего вы заранее не написали? Я заранее всем написала, все они сомневались. Ой, не знаю, ой, планы. И в итоге вон 4 пары, блин, отказались мне башил. Тут у нас после бани сей не пьют. Мару. У нас виски пьют. Роберт, алак берели, береке. Мен Роберт мен сей сәмінді. Жоқ та. Ну, уже сколько, мен... Bir yıl oldu Esra'nga. В марте bir yıl oldu, прикинь, Роза. Как я не пью. Вот анонимный алкоголиктарым бak. Я не пью год. Қонақ келсе қоямын сонда. Рамилер келсе балалары білен мен мұнда сыпырам. Тишина бір бақытын ола телевизор сарып қойдым. Wi-Fi бар мұнда. Даже Wi-Fi кірттім. Отдельный кірттім даже үйден. Отдельный линия білен. Отдельный договор білен. Отдельный государство. Договор білен. Отдельно счетчик қойды ма саған? Электричество бар екен. Роза, етіші отырады, пожалуйста. Илдар карт свежий, жаркий. Илдар картпан не удивишь енді. Өзінің балығын қайда тергенмен Альбертап келіп береді. Бір башқұрттар тойға кеткенде, Челябинский облысқа. Рустай үйінде педеш өрмедер екен. Адашқандар да бір орыс ауылына барып сыққандар. Юл хорарға болғандар. Где мы идти порарға болғандар енді. Соны ұнытқандар, где мы идти порарға. Рустай несі көре. Бір орысқа келгендар да, куда едем деп. Правильно. Куда едем деп бір орыстан сұрағандар. Тек орыс айтады. Откуда я знаю, куда мы едем? Рубят! Енді оқшайын бетін Ашалы қалды, Розаның ашалып қалды. На тут әлі. Берем, мөр оша. Розаның жағында бар ене, өдіне хеңе берді. Не бердім олай? Давай с картошкой. Картошка жирный, бульонда бір жирный ням башы біреуді білім ашамай. О, чорт. Ошайын Olmaz. Келесін бізді қойтар емек жыласың. Ашалмай қалды. Ошайын. Ну, обиден ağzını, bir şey mi? Ошайын збет, иплет кіне. Ошмайды. Hadi esir. Bana esir aşama asılığına şort. Azırak işkes. Not apetiti de asılıp gider bilmeyemiz sevgili. Куттегі тире, аврат түшке. Кут сдулся, и кожа ушла висит. Представляешь, мы ушла просто висит, как сдувшиеся мячики. Представляешь, мы Роберт. Боток садакал. Нет, Шаманила предлагает, айда закачаем, говорит. Как закачиваем. А что, ты хочешь, чтобы у меня кут был, что ли? Аля, он хочет, чтобы у меня кут был. Қойын етті біле. А ты хочешь, инди? Альберт хочет, чтобы у меня кут был, как у Кардашьян. Мен қалғанша кабинеттен білмеймін. Тогда Дженнифер Лопес. Кім? Дженнифер Лопес закачивает такой бір гель, который закачивает ирдердің тегіне мәхіне. Прикинь, Жаванила мужиктарға тегіне мәке өстіріп береді. 2 минут стоит всего. Прикинь? 2 ладың ба? 2 yıl ғана етеді. Представляешь? А тешілсе? И тишілге?
Я сразу. Деп кишилерге А тиешүү. зачем это накачивать? Бірейге теште Ты хатейм. постоянно бахтываешь его. Бірейге теште ал хатейм әлі. Жоқ. Сосискаңды. Күт тишілсейші. Ха, Бір қонақ отырсаң. Сдуется. Ағыл өрейін деген. Ну, накачивался все время в стоячем положении, Юрий. Соседи вообще обижают меня, представляете, шашлык ашап кунакка келгендер. Вот посмотрите, вот это бессовестное лицо. Чуть морда тюет мәнімінде, ярай. Лицо бессовестное. Как можно ходить в гости шашлык ашап тұрып? Зачем шашлык ели? Стель накрывайте, күтіп тұрал, бұл 5 сағат юқ, блин. Саққа келгендер олар акасы шашлык ашап келгендер. Сіз неме ашап келдіңіз? Ben mi Ай. lan? İki gün aşamadım, içtim bile. Когда узнал, что кунакка келер, Роберт 2 gün ашамаған. Ali spesialny bundan məktəb biləm, təmdə verirlər, bunlar şartlı tutuldum, belə aşamaydım, təmdə pişirər, o bütündə elekten ujunu təmdə pişirər. Şunu uşun bilmətəm, biləm gün aşamadım. Ана, молодец. Солай деп кунакка келер керек. Ештеңе көрінен, они шашлык ашап, блин. Конечно, Шашлык ашап. Офигеть. Кушать не хочу. Давай хотя бы рыбу поешь или вон салат.